Сегодня мы погружаемся в историю Кыргызстана XIX века. В центр нашего внимания судьба двух выдающихся личностей, братьев-близнецов Тайлака Батыра и Атантая Бия. Их жизнь — это, знаете, настоящая сага о сопротивлении. Да, причем история эта собирается буквально по крупицам. Есть, краткие упоминания в китайских летописях. Есть заметки Чекана-Валиханова, конечно же, кыргызская генеалогия Сенджира, и очень важный пласт — это устные предания. Их позже записали, Ага. и вот наша задача сегодня попробовать, распутать этот клубок, посмотреть на ключевые моменты их борьбы. Борьбы за независимость против Коканда, против Цинской империи. Хорошо, тогда давайте разбираться. Кто же были эти братья, чьи имена до сих пор, в общем-то, на слуху? Вот их дед Жамбалот был фигурой заметной, а отец Рыскул как будто, прошел тенью в истории. Как так вышло, что именно Тайлак Батыр, герой, и Атантай Бий, предводитель, возглавили сопротивление? Это интересный момент. Отец действительно как-то не оставил яркого следа, кроме истории с пленом у китайцев вместе с Жамбалатом. А вот внуки Жамбалата, да, они вышли на первый план на фоне усиливающегося гнета Кокандского ханства. Это как раз начало XIX века. И почти сразу начались какие-то очень драматические события. Вот есть история про освобождение Атантая. Да, да. Каканский наместник Ташмат, говорят, обманом его захватил, посадил в Зиндан, в подземную тюрьму в крепости Куртка. И еще вроде одновременно его люди угоняли кыргызских девушек. Что сделал Тайлак? Предания сохранили его слова отцу. Что-то вроде «Не могу смотреть на страдания народа. Хватит бояться. Надо бороться». Вот так. Решительно. Очень. Он собрал джигитов, молодых воинов, устроил засаду коканцам, которые девушек угоняли, отбил их, а потом осадил саму крепость Куртка. И успешно? Да, наместник Ташмат бежал, а Тантая и других пленных освободили. Это была, знаете, дерзкая и очень важная победа. Она показала решимость братьев. И реакция Коканда была тоже показательна. Мадалихан казнил бежавшего Ташмата. То есть они восприняли это всерьез. Но Коканд, понятно, не смирился. Послали войско против Тайлака во главе с арабом Батыром. И легенды описывают их поединок. О да, поединки батыров — это вообще отдельная тема. Сначала щитами бились, потом копьями, и Тайлак победил, пронзив арабу шею. И что, войско противника просто разбежалось? Во многом да. Гибель предводителя в поединке часто решала исход всего сражения. Деморализация была огромной. Коканцы отступили. Потом была вторая попытка Коканда — войско Эдиги. И снова легенда о поединке. Снова поединок? Легенда говорит. Копья сломались, бились топорами. У Эдиги топор вылетел из рук, Тайлак его схватил и бросил под знамя врага. По тогдашним правилам это означало полное поражение. Эдиге застрелили свои же. Там еще был какой-то эпизод с хитростью, вроде малочисленный отряд создавал видимость большой армии. Да, был такой момент. Помог местный феодал Ниязбек. Он обманул Эдиге, показав издали небольшой отряд, который просто кружил вокруг горы, создавая иллюзию множества. То есть, видите, применялась не только сила, но и военная смекалка. Интересно. И после этих побед Тайлак ведь не только воевал. Совершенно верно. Он начал проводить, скажем так, реформы. Начал освоение высокогорных районов Арпы и Аксай, расширял пахотные земли. А зачем? В чем стратегический смысл? Смотрите, угроза была с двух сторон — Коканд и Цинская империя. Закрепление на новых, труднодоступных землях — это создание надежной базы. Ресурсы, безопасность — это было очень дальновидно. То есть борьба шла на два фронта? Братья ведь еще участвовали в восстании Джахангира против Китая в Восточном Туркестане. Именно. И это, конечно, не осталось без ответа. Китайцы прислали карательную экспедицию генерал Баян Бату с 1000-ным отрядом. Они ночью напали на мирные кочевья саяков, устроили резню. Тайлака в тот момент там не было. Ужасно. И что Тайлак? Узнав о трагедии, он, по преданиям, с очень небольшим отрядом устроил засаду в ущелье и разгромил весь этот 1000-ный китайский отряд. Целую 1000? Небольшим отрядом? Звучит, почти как легенда. Насколько этому можно верить?
Знаете, устные предания всегда склонны к героизации. Масштаб победы, возможно, и преувеличен. Но сам факт успешной засады и разгрома карателей, он сомнений не вызывает. Это прочно засело в народной памяти, и, что важно, после этого крупных каканских вторжений в этот район при жизни Тайлака уже не было. А что стало с генералом Баян-Бату? По преданию, он покончил с собой. Не смог пережить такого поражения. Да. Но все-таки силы были слишком неравны, наверное. Вот Чекан Валиханов упоминает, что около 1832 года каканцы все же разбили Сайх-Аяков. Вроде как даже пленили Атантая и Тайлака. Да, был такой эпизод. Их привезли в Коканд, но им удалось как-то освободиться. Они откочевали на Или, но потом вернулись. Однако Коканд после этого укрепил свое присутствие. Отстроил ту самую крепость Куртака, она стала центром сбора налогов, символом угнетения. И финал истории Тайлака. Он ведь погиб не в бою, это как-то особенно трагично. Да, совершенно верно. Кокантийцы решили действовать хитростью, коварством. На одном из стоев, празднеств или собраний, Тайлак почувствовал себя плохо. Ага. Позвали лекаря, Табиба. А он оказался шпионом Коканда. Под предлогом лечения, мол, у Батыра слишком много крови, он проткнул ему вену иглой. И кровотечение остановить не удалось. А лекарь? А лекарь сбежал. Вот так. Великий воин, победитель в стольких битвах, погиб от иглы предателя. Какая ирония. Похоронили его с почестями. Да, с большими почестями. Но потом, опасаясь, что коканцы осквернят могилу, его тело тайно перезахоронили следующей весной, за рекой Курта. И позже там возвели мавзолей. Говорят, там же похоронен и его брат Атантай. Вот такая история. Смесь героизма, легенд, реальной тяжелой борьбы и трагедии. Братья Тайлак и Атантай, они остались в памяти народа как символы. Символы несгибаемого духа борьбы за свободу. Именно. Их жизнь очень ярко отражает сложность той эпохи. Постоянная борьба на два фронта. И, конечно, огромная важность личной храбрости и лидерства в такие критические моменты истории. Сочетание вот этих исторических свидетельств и народных преданий создает такой, знаете, многогранный образ. И вот какая мысль остается. Как часто в истории судьба целого народа может зависеть от мужества, от стойкости всего нескольких людей, даже когда кажется, что шансов почти нет. Их наследие — это ведь не только мавзолей. Это сама идея сопротивления угнетению, она живет.